Это театрализованное представление перед жителями одного из наших кишлаков разыгрывают профессиональные актеры созданного недавно этнографического театра «Гахвора» «Колыбель». Играют то, что раньше было народной самодеятельностью, фольклором. Говорят художественный руководитель театра Малика Джурабекова и драматург Мехмон Бахти. مقصد تشکیل کردن تئاتر ملی فولکلوری اتنوگرافی این یک کیها به مفید داشت. سال گذشته مهمان ما بچه خبرتون باشتگر وقتی از ماداگاسکار آمدم من به شما نقل کردم که تا چه اندازه این خلق یک همین سیمای خلقی سیمای شخصی خودگون کرده است. Стремление создать национальный этнографический театр возникло у нас давно. В прошлом году писатель Мехмон Бахти с горечью заметил, что таджики утрачивают свои традиции. Молодые, например, все реже проводят свою свадьбу по национальному обычаю. Сейчас можно видеть, как девушку в белом платье, белой шляпке с вуалью на лице ведут женихом в ЗАГС, и через 15 минут вся церемония закончена. А ведь насколько красива настоящая таджикская свадьба. Наша цель – показать молодежи прелесть старинных обрядов через спектакли, убедить ее, что не нужно забывать наследие, прошедшее через века. Что вы скажете на это, Мехмон Бахти? Я могу сказать лишь одно. Народ, утративший свой язык, обычаи и традиции, перестает быть народом и превращается в безликую толпу. Пробудить интерес к прошлому значит уподобить наших зрителей усталому путнику, который припадает к чистому роднику. Наследие. Тема культурного наследия, традиций, корней, питающих нацию, является сегодня очень актуальной. Вместе с журналистом Дододжоном Раджаби мы постараемся ответить на ряд вопросов, волнующих наших современников. Почему мы забыли, кто мы? Откуда мы родом? Где оборвались нити нашей духовной культуры? Почему то, что прежде окружало и радовало нас, теперь существует только на сцене или является райкомовским мероприятием, то есть под видом новых обрядов хорошо обструганное старое внедряется сверху? خدا ما شناخته گرفتیم همین ایدی هشتمی مرتا ایدی زنان ایدی عروسان ایدی تپچه می نامیدند همین خیلی انا همین خیلی کرده ما خانه به خانه کدام خانه ای که عروسی نباشد به همان جای برای تبریک کردن عروسان با دخترچه ها با همین С того дня, как мы появились на свет, как стали осознавать себя, в нашу жизнь вошел этот праздник, который называется по-разному – праздник женщин, праздник невест или праздник на холме. Мы ходили из дома в дом, где живут невесты, поздравляли их с весной, смотрели, как они живут. Вместе танцевали, пели, веселились. На другой день после посещения домов невест все вместе мы собирались на одном из окрестных холмов, и там невесты показывали, как они умеют готовить, какие у них хозяйственные навыки. К этому празднику девушки готовились целый год, и проходил он у нас очень красиво. Рассказ этой пожилой женщины о реальных, естественных народных традициях, только отдаленно напоминающих этот протокольный, так называемый праздник невесток. Протокол, бездушие, бюрократизм превратили наши праздники в обыденность, в некий заорганизованный конвейер. Все по заранее подготовленному сценарию, утвержденному там, наверху. Свадьбы.
В доме бракосочетаний торжественное событие длится всего 10 минут. Росписи в книге регистрации, печать, поцеловались. Следующие. А ведь испокон веков таджикская свадьба была истинным праздником, священным ритуалом. Две жизни соединялись навсегда, и никаких разводов. Появление на свет нового человека было событием, которое праздновали всей улицей, кварталом, селением. А сегодня... Ну, младенцев приходят забирать зачастую, к сожалению, именно родственники. Хотелось бы, конечно, чтобы приходили мужья, чтобы торжественно, с цветами, с родственники, чтобы были. Но это бывает редко. Ну, там первого, второго ребенка еще вот так торжественно забирают. А когда уже 8-го и так далее, 10-го ребенка, к сожалению, этого не случается. Хотелось бы, чтобы каждый родившийся ребенок, будь он первым, будь он 10-м, чтобы забирали все-таки торжественно. Это же новый ребенок, это будущее нашего человечества. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Мы в одной из школ столицы республики. برکمال ما یکی از اساسگذاران ادبیات سویتی تاجیک که به قریبی 3 ایون به سن 80 میبراید رحیم جلیل نام دارد. اینا ما و شما نظم میدونیم. شاید از ایجادیات رحیم جلیل بارها یا نقل خطی نوشته یا انشا نوشته Нашему ведущему писателю, одному из основоположников таджикской советской литературы, Рахиму Джалилу, исполнилось 80 лет. Всем вам хорошо известно имя этого писателя. О нем вы много слышали, знакомились с его творчеством, писали по его книгам сочинения. Какие из наиболее известных произведений Рахима Джалила вы можете назвать? Мне очень хочется, чтобы на этот вопрос ответил кто-нибудь из учеников 9-10 классов. Пожалуйста, кто хочет сказать? Мирсаид Миршакар, поэт, тоже хорошо известен не только в нашей республике, но и во всей стране. Какие он написал произведения? این حادثه این مکالمه ما با خواننده های یکی از مکتب های شهر دوشنبه از آن شهادت می‌دهد که عموما خواننده های مکتب های میانه نه تنها از فن ادبیات یا دیگر فن های کانکریت تصوری کم دارند، چون که برنامه مکتبی ما هنوز نهایت سربور است. Эта беседа с учениками одной из душанбинских школ наглядно показала, что они изрядно перегружены заданиями не только в области литературы, но и других наук. Детям с 4 по 10 классы задают так много, что они не знают, чем заняться в первую очередь. Подобная перегруженность программы приводит к тому, что не остается времени ни в детском саду, ни в старших классах изучать родной материнский язык и родную литературу. Дети не слышат от матерей колыбельных песен, не учат стихов, написанных для них народными поэтами. А это один из крупнейших магазинов города Душанбе. Есть ли у вас произведения Рудаки, Джами, Фирдауси, Хаяма на таджикском языке? Не имеем. А какие у вас книги? Классики вообще очень мало у нас, почти ничего нет. Только поступит на базу, сразу раскупается. В ближайшее время обещают завести эти книги? Возможно, Саади скоро получим. Книга Джами была, но быстро разошлась. Когда был Джами? Месяц или 2 назад.
и дар ҳамин магазин бинем. Какие из книг вы хотели бы видеть в магазине? Наряду с произведениями современных писателей хотелось бы увидеть побольше книг зарубежных авторов, и в частности фарсоязычных. Скажем, Садик Хидаята, поэтессы, которые нравятся всем, Фурук Фурухзод, ну и других. А сейчас этих книг нет? Здесь нет. А есть ли произведения Саади, Хафиза? Тоже нет. А вы хотели бы, чтобы эти книги были? Конечно, нужно, чтобы этих книг побольше издавалось. Было бы хорошо, если бы в продаже были в достаточном количестве произведения Саади, Хафиза, Джалалиддина Руми, который считается одним из продолжателей поэтических традиций. Кроме того, хотелось бы видеть книги наших ученых, исследователей, других специалистов. Все это соответствовало бы пожеланиям покупателей, удовлетворило бы их запросы. Да, строить воспитание и образование в отрыве от национальной культуры значит считать нашу молодежь без роду, без племени. А как мы относимся к своей истории, к памятникам истории? Здесь, в мавзолее великого Рудаки, ответ на этот вопрос. Построен он всего лишь 30 лет тому назад, уже в наше светлое время. То, что вы видите здесь, не просто результат равнодушия какого-то отдельного чинуши, но прежде всего картина укоренившейся теории времен культа и застоя, теории о том, что борьба за утверждение национальной культуры тождественно национализму. И поэтому мечети и памятники старины беречь не надо. А ведь эти сооружения культа, мечети и медресе есть явление культуры народа, искусства прежде всего. Их строили простые мастера и выражали своим трудом художественный вкус народа, его эстетику и характер. Почему закрыта эта мечеть? В чем причина? Мы еще в 1970 году хотели открыть эту мечеть, а ведь ей более 1000 лет. Мы, жители Чорку, сами ремонтируем ее понемногу, а основательно восстановить ее нам не разрешают. Мечеть рушится, и хотелось бы, если у государства нет на это денег, пусть нам дадут возможность восстановить ее. Посмотрите на этих свидетелей истории народной. В каком они состоянии? Их сотни в республике. Во многих воинствующие атеисты в борьбе с так называемым религиозным дурманом устроили складские помещения,
окружили их колючей проволокой. А здесь, в городе Канибадами, в медресе XVI века, до недавнего времени находилась детская исправительная колония, где малолетние правонарушители познавали отнюдь не суры Корана. Колонию убрали, но реставрационные работы здесь еще не начаты. А пока тут еще долго будет витать дух лагерный. Однако наступившая перестройка в стране кое-что изменила. Лед тронулся. Характерный для застоя остаточный принцип в развитии культуры начинает исчезать. И уже многие памятники старины Таджикистана обретают вторую жизнь. Но слишком долго и медленно длится эта оттепель. Конечно, надо строить много детских садов, школ, больниц, но надо восстанавливать и память народную, самобытную культуру, традиции. Это необходимо не только для знания своей предыстории, но и понимания прежде всего духовного самочувствия таджикского народа. Народа древнего, культура которого уходит корнями к Авеста и далее. Человек без памяти не сможет жить в прекрасном храме. Он не поймет красоты и гармонии. А пока то, что некогда было гордостью народной, к народу же возвращаться не спешит. И тогда люди сами собирают с миру по нитке и методом хашара восстанавливают мечети и другие памятники старины. Современный, образованный человек остро чувствует то, что он живет не только в пространстве, но и во времени. Ему известно, как постепенно, день за днем, столетие за столетием накапливались ценности национальной культуры, как уходят корни традиций в глубину истории. История раскрывает прошлое, как урок настоящему и будущему. И знать ее необходимо. Необходимо знать наше наследие.